Махтал, что означает «спасибо». Дорогие наши телезрители, мы приветствуем вас и благодарим, что следите за дневниками игр «Дети Азии». Меня зовут Айсена Бурнашова и мой коллега Максим Гордозу. Привет! В 8-й раз юные спортсмены со всей Азии собрались для того, чтобы выяснить, кто из них сильнее, быстрее и прыгает выше всех. И мы рады приветствовать атлетов, гостей и вас, дорогие телезрители, на священной земле Олонхо! В Якутске знойное лето. Термометры стоят на отметке почти в плюс 30 градусов. А вот церемония открытия игр посвящена холоду, еще одному символу Якутии. Это настоящее путешествие в арктическую вселенную, причем с использованием самых современных технологий. Не терпится посмотреть. 3500 участников, 24 района республики, 70 творческих танцевальных коллективов. Ежедневные репетиции на стадионе Туймада. 30-градусную жару, конечно же, изматывают, но участники нас удивили своим оптимизмом. У нас большая ответственность, мы стоим центральные, и мы должны знать все движения, все успевать. И, высокая ответственность лежит у нас на плечах. Очень много воды дают, и мы вот так бейсболочку Иногда под краном мороженое. ставим, и все будет хорошо. Иногда мороженое дают, говорю. Мороженое дают? Ничего себе, бесплатно, да? Устаем, конечно, но мы понимаем то, что массовое мероприятие, и так и должно быть. Дети Азии – это мероприятие, которое показывает, какой наш город, наша республика организованная, наверное. Дети Азии – это, несомненно, праздник, в первую очередь детский. Для всех, кто когда-то был задействован в масштабном событии прошлых лет, это всегда яркие воспоминания и теплая ностальгия. Как, к примеру, для главного режиссера-балетмейстера Изабеллы Егоровой. На самых первых играх 1996 года, будучи ребенком, она сама участвовала на церемонии открытия, а сегодня режиссирует главные спортивные игры. Безусловно, присутствует волнение, и это чувство абсолютно прекрасное, потому что мы нацелены на высокий результат. Работаем без права на ошибок, работаем с любовью, с бережным отношением к каждому участнику. И, конечно же, это же великое событие для каждого ребенка. Это, возможно, это отправная точка для творческой деятельности, да, и, безусловно, здесь формируется характер, терпеливость, да, дисциплина каждого участника. И республика наша богата не только золотами и алмазами, да, она богата прежде всего талантливыми людьми, талантливыми детьми. У каждого из многотысячных участников здесь своя задача и, конечно, ответственность. Отточенные движения, синхронность, эмоции. По словам Андрея Борисова, именно эмоциональный импульс открытия игр задает тон на все дни соревнований. На этот раз в концепцию театрализованного представления легла история о появлении белых ночей с использованием мотивов из легенд народов Арктики. Наш глава Айсен Сергеевич Николаев часто очень во многих форумах и так далее говорит о том, что мы должны доминировать как регион, который один из близких к Арктике регионов, где вечная мерзлота, где и культура, и экономика должна доминировать. С такой задачей, амбициозной задачей ставится. И мы хотим через детей, будущее, которые будут как раз-то притворять в эту жизнь, чтобы они почувствовали дыхание Арктики, вселенную Арктику, масштабы Арктики, свежий ветер, чистые воды Арктики, чистые льды Арктики, с чистыми помыслами. И вот это концептуально заложено в нашем представлении. Напомним, что детский символ Севера и Арктики кукла Кындыкан не так давно отправилась на Международную космическую станцию. И не случайно на скафандр куклы нанесен логотип игр «Дети Азии», так как он является напоминанием о безграничности человеческих возможностей. Российские космонавты записали видеообращение для участников игр. Среди участников культурной программы более 1500 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Для многих из них причастность к играм «Дети Азии», как и для спортсменов, послужит отправной точкой в большое будущее. Катерина Винокурова, Вадим Барашков, Якутск.
Огонь игр «Дети Азии» его зажгли ровно 100 дней назад у подножия Ленских столбов. За это время он преодолел 37 тысяч километров, оставил позади 35 городов и деревень нашей республики. Мы уверены, что традиционно игры «Дети Азии» зажгут новые звезды на спортивном небосклоне. Для меня «Дети Азии» — это игры, которые действительно зажигают новые звезды в нашем спорте. Вообще, это дружба между народами. Мы находимся на площади Победы. Сейчас огонь проследует на следующую точку, на проспект Ленина, где его уже ждет мой коллега Максим Кардозов. Айсена, мысленно передаю тебе привет. Ну, как ты видишь, мы уже в процессе эстафеты. Выглядит внушительно все. Мне очень волнительно. Ну и в этом последнем отрезке принимают участие 74 человека. Это спортсмены, политические деятели, общественники и обычные жители города Якутска, столицы 8-х спортивных игр «Дети Азии». Я очень счастлива, что стала частью такого грандиозного, масштабного мероприятия. Церемония такая прошла впервые в 1936 году во время Олимпиады в Берлине. И вот этот непотухающий огонь, который передается из рук в руки, он символизирует надежду и стремление к победе. Эстафета огня подошла к концу, Айсена. Я поздравляю тебя, себя и всех жителей Азии. Ну а сейчас у каждого появилась возможность сфотографироваться с факелом с огнем игр «Дети Азии». Мы, надеюсь, тоже не упустим эту возможность. Да, мы оставляем вас и идем фотографироваться. Продолжаем тему традиций, ведь мы в Якутии. Сборная Республики Саха участвует в играх «Дети Азии» с самых первых соревнований. И это остается неизменным. По праву хозяйки и региона основателя игр Якутия представила сразу 2 сборные команды. Честь Якутии будут отстаивать сразу 370 спортсменов по всем 24 видам спорта. Напутствие ребята уже получили от главы республики Айсена Николаева. Спортивные команды подошли к финалу подготовки. Перед стартом главных соревнований в жизни спортсменов осталось совсем мало времени. 2 сборные команды Якутии в количестве 370 спортсменов готовы представить Якутию во всеоружии. Все они прошли жесткий отбор и сложные тренировки. Якутия вперед! За плечами спортсменов сборной Якутии много ярких побед. Масштаб разный от республиканских до всероссийских уровней. Каждый из них готов продемонстрировать высокий уровень подготовки. Все подготовлены очень. Я тоже уверен в себе, что могу показать хорошую борьбу. И соперникам удачи. Держите борьбу на уровне. Спортсмены будут выступать по всем 24 видам спорта. Зрителей игр ждут не только зрелищные бои, но и элегантность в мире спорта. Грация, красота и изящество, как она есть. Юные гимнастки готовились к масштабному спортивному состязанию и настроены на победу. Очень хочется достойно выступить, получить хорошие эмоции, отличные эмоции. Пусть победит сильнейший. Все месяцы подготовки спортсмены оттачивали спортивную форму вместе со своими тренерами. Среди наставников мастера спорта, чемпионы, победители и призеры спортивных соревнований различного уровня. В 2008 году были мои первые игры «Дети Азии». Спустя несколько игр я уже являюсь представителем команд, спортсменом. Большой удачи. Пусть самое главное, они верят в себя. Встреча с главой республики – это тоже своего рода тренинг, только психологический. Айсен Николаев напутствовал спортсменов для победного настроя. Конечно же, я призываю наших ребят бороться честно. Трибуны будут вас поддерживать, будьте в этом уверены. Мы болеем за вас.
Дети Азии – это уверенный шаг к пьедесталу побед. Более 30 участников игр из Якутии являются чемпионами Олимпийских игр мира, Азии и Европы. Кто знает, может, уже сейчас среди юных спортсменов есть те, кто готов покорить новые высоты. Даяна Федорова, Георгий Григорьев. В Якутии резко континентальный климат. Зимой здесь температуры опускаются до минус 70 градусов, а летом достигают плюс 35. Это самые экстремальные перепады температур в мире. Ну, как вы видите, сейчас в Якутске солнечно и жарко. И такая погода 100% понравится нашим гостям из Таиланда. Ведь там сейчас тоже плюс 30, и они чувствуют себя здесь прямо как дома. Бангкок, Москва, Якутск. 1000 миль, и команда юных спортсменов из солнечного Таиланда прибыла в город Якутск. Дети, подуставшие от долгого перелета, тем не менее очень рады, ведь они впервые в далекой и непривычной им по климату долине Туймада. На улице плюс 30 градусов. Это, видимо, привезли нам солнце наши юные спортсмены из солнечного Таиланда. Итак, давайте поприветствуем их и познакомимся с ними. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в Якутию. Меня зовут Дая. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Варисара Наптонг. Мне 14 лет. Меня зовут Кларниса Типсада Конг. Мне 13 лет. Каким видом спорта вы занимаетесь? Плавание. Перед приездом на соревнования как долго тренировались? 20 дней. Юные атлеты из Таиланда приехали, чтобы побороться за медали по легкой атлетике и якутским прыжкам, баскетболу 3 на 3, по художественной гимнастике, тхэквондо и плаванию. Но самое главное – это новые друзья и дружеская атмосфера. Мы играем в баскетбол 3 на 3. Тоже. Слышали ли вы когда-нибудь о Якутии? Я ранее никогда не слышал о Якутии. Впервые у вас в гостях. А я слышал, что это самое холодное место на планете. Пока это все, что я знаю. Я очень взволнован перед предстоящими соревнованиями и очень жду этого события. Мы приехали с надеждой, что соревнования пройдут успешно, и надеемся на победу. Как отметил тренер сборной, команда на досуге мечтает познакомиться с культурой якутского народа. Команда Таиланда будет соревноваться по многим видам спорта. Мы приехали не только соревноваться, но и с дружеским настроением. Я знаю, что с давних времен Россия и Таиланд дружественные страны. Мы хотели бы больше узнать о Якутии. Я знаю, что вашу нацию называют Саха. Также слышали, что Якутия славится бриллиантами. По качеству он номер 1 в мире. Дальше команда отправится в деревню спортсменов. Отметим, что всех гостей тепло встречает и проводит делегация дружелюбных волонтеров. Ну а мы пожелаем юным спортсменам из Таиланда замечательных, насыщенных событиями дней. Дая Барашкова, Георгий Григорьев. Айсена, ты знаешь, что существует такой вид спорта, как футзал? Нет, не знаю, расскажи. Это еще одно название мини-футбола, но гоняют спортсмены мяч не по газону, а прямо по паркету внутри спортзала. Вот тебе и объяснение названия – футзал. Кстати, я уверена, что от названия накал страстей не изменен. Давайте убедимся в этом сами. История футбола на играх «Дети Азии» началась в далеком 2004 году на 3-х по счету играх, и с тех пор футбол стал важной спортивной дисциплиной соревнований. Затем он обрел приставку «мини», а минувшей зимой его и вовсе переименовали в футзал. На играх «Дети Азии» этого года в этой спортивной дисциплине заявлено 7 команд, среди них и сборная Кыргызстана. Мы провели небольшие сборы мини-УТС у себя в столице, в Бишкеке. Там готовились, неплохо подготовились. Теперь, как говорится, проверка. В одной команде 5 человек, 4 полевых и вратарь. Капитан сборной Адахан признается, футзалом увлекается с 6 лет и мечтает связать свою жизнь со спортом. Среди ориентиров звезды как малых, так и больших полей. С российской суперлиги есть игрок Жоао Гильерме, играет в «Газпром» игра. Есть игрок в Испании Диего.
Они играют на моей позиции, вот равняюсь на них. Ну, на поле у всех обязанности одни, но можно выделить действия за полем. Дисциплину там соблюдаю, больше смотрю, больше ответственности несу. И все. А так у всех ответственность одна. А это уже подготовка сборной Якутии. Они разогреваются в спорткомплексе 50 лет Победы. Он и станет местом соревнований. Здесь нанесли разметку и обновили паркет. Все по стандартам данного вида спорта. Сами спортсмены признаются, дома и родные стены помогают. Сейчас в бой все рвутся, глаза горят. Но отбор проходил очень тяжело. Ребят было много со всей республики. Осталось вот сейчас 12 человек, которые, я надеюсь, что самые сильные. Мяч в футзале, кстати, меньше и легче футбольного, а еще он менее упругий. Это сделано для того, чтобы спортсмену легче было контролировать снаряд, ведь в условиях меньшей площади лишние отскоки мячу просто ни к чему. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Айсена, а вот ты знала, что настольный теннис используют при подготовке космонавтов перед полетом в космос? Потому что пинг-понг отлично развивает реакцию. Пау-пау-пау. Максим, у тебя так классно получается, но я еще добавлю. Настольный теннис рекомендован в том числе и вратарям, бейсболистам и шпажистам, потому что он позволяет быстро принимать решения. На играх «Дети Азии» будет тоже представлен настольный теннис, и бороться за медали здесь будет 14 команд. Ого! Давайте с ними знакомиться. Давайте. Соревнования по настольному теннису в играх «Дети Азии» проводятся с самого начала. В этот раз побороться за звание лучшей ракетки Азии прибыли участники из 8 стран и 6 регионов России. Соревнования будут проходить в одиночных, парных и смешанных разрядах. Возраст участников – 14-15 лет. Не секрет, что в настольном теннисе очень сильная команда Китая всегда. Вот, то есть китайские девочки здесь есть. Ну и также несколько команд, которые представляют страны бывшего СССР. Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. Вот. Ну, я сейчас могу все не назвать. Там остальные: Лаос, Палестина, Сирия. Так что, вроде представительство неплохое. Большинство участников впервые в Якутске. Ребята удивляются настолько жаркому лету. Говорят, наслышаны о густых зимних туманах и морозе под 50 градусов. Просто в интернете видела там то, что здесь холодно зимой прям. И думала, холодно будет. Я занимаюсь почти 4 года. Это мои первые международные соревнования. Нас приехало 4 человека. Мне кажется, игры будут нелегкие, там хорошие спарринги, соперники будут, нелегко будет. Пожалуй, самая малочисленная делегация участников – это представители Лаосской республики. Она состоит из 2 юношей-спортсменов, которые будут соревноваться в настольном теннисе. Республика впервые принимает участие в играх «Дети Азии». Красивая природа и добрые люди. Организация игр на высшем уровне. Надеемся, что мы покажем хорошие результаты. В первую очередь, это опыт для нас, чтобы наши дети обменивались опытом с другими странами Азии. Первый день соревнований посвящен смешанному парному разряду. Имена победителей будут определены уже на 3-й день игр. Марферина Алексеева, Степан Атастыров, Якутск. Максим, за какими видами спорта ты собрался следить? Конечно же, за настольным теннисом, пеу-пеу, якутской борьбой хапсага, и обязательно посмотрю соревнования по самбо. Мне кажется, отличный набор, особенно самбо, потому что это один из самых молодых видов спорта и один из самых быстро развивающихся. Причем там приемы и техника постоянно совершенствуются, придумываются новые, которых сегодня насчитывается около 1000, и это 100% будет интересно. В спорткомплексе «Триумф» начались соревнования по самбо. На ковре сойдутся более 40 спортсменов, представляющих 7 разных стран. Как отметил главный судья соревнований Алексей Лебедев, на этих соревнованиях явных фаворитов нету, поэтому финалы обещают быть весьма интересными. Самбисты были первыми, кто приступил к соревновательной программе игр. Спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Таджикистана и других команд России сошлись на ковре за право выйти в финал.
Правила судейства у нас уже несколько лет не меняются. Соответственно, будем судить в соответствии с международными правилами. То есть они немножечко отличаются в некоторых моментах от всероссийских, но в целом это на борьбу, на результат не влияет. Вот, соответственно, а судить будем по критериям правил вида спорта самбо. Ну, мы видим только начало соревнований, прошло несколько поединков. Интересные схватки, выигрывают представители различных команд. Нет такого, чтобы кто-то один побеждал. Поэтому кто будет сегодня чемпионом, еще тяжело сказать, и соревнования покажут. Хорошую борьбу показали представители Дальневосточного федерального округа. Арина Заритовская из Владивостока в весовой категории до 41 килограмма за час соревнований успела почувствовать и горечь поражения, и радость победы. Юная спортсменка долго шла к участию в соревновании такого масштаба. В последующих схватках самбистка намерена учесть все свои ошибки и достойно представить свой округ. На данный момент я отборолась 2 встречи. Первую встречу я вышла бороться с девочкой с Узбекистана. Я ей проиграла со счетом 8-1. Вот. Считаю, что не до конца доработала. Первая оценка была моя, нужно было стоять и не отдавать оценку. А вторую встречу я довольно хорошо отработала. На последних секундах сделала оценку и таким образом выиграла встречу. За первый день соревнований по самбо уже завершились предварительные схватки. Для спортсменов настал самый важный этап в участии на играх «Дети Азии» – финал. Уже совсем скоро станут известны имена призеров и победителей 8-х детских спортивных игр. Роман Савинов, Арсен Степанов. Максим, давай сыграем в шарады. Давай. Догадайся, о каких спортсменах идет речь. У них невероятная гибкость ног, им позавидуют даже балерины. Знаю, это, конечно, гимнасты. Нет, история их вида спорта берет начало аж с 1 века до нашей эры. Вот это ты озадачила, конечно. Но сейчас ты точно должен догадаться. Они чувствуют себя как рыбы в воде. Конечно, это же пловцы. Да. Кстати, наши коллеги недавно побывали в бассейне на тренировке сборной из Кыргызстана. Смотрим. Плавательный бассейн олимпийского типа «Челбон» был построен в 2012 году специально к 5-м играм «Дети Азии». И с тех пор все международные всероссийские спортивные турниры проводятся именно здесь. Айымкы Сайдаралиева занимается плаванием с 9 лет. 3 года девушка в профессиональном спорте. Сейчас, как и все спортсмены, отрабатывает выносливость, качество прохождения дистанции, старта, выполнения поворотов, то есть все, что нужно для победы. Ну, сейчас мы пытаемся хорошо потренироваться, чтобы перед стартом все было хорошо, потому что сейчас как-то воду не очень хорошо чувствуем. Абдуразак Мамбетов тоже начинал плавать для поддержания здоровья. Но, попав в сборную команду для участия в играх «Дети Азии», чувствует особую гордость и честь представлять родную республику. Меня в плавание привели родственники, потому что там сколиоз, все дела. Врачи рекомендовали ходить на плавание, чтобы выпрямить спину, там плоскостопие тоже было. А там после этого уже плавание в душу так впало. На дорожках бассейна встретятся 127 участников. Это 19 команд. Спортсмены будут бороться в таких стилях, как баттерфляй, кроль, брас и комплексное плавание. У нас подготовка идет полным ходом. Наши спортсмены усиленно тренируются. Тренера тоже упорно работают. Объект готов на 100%. И у нас с 26 и 27 официальные тренировки, и с 28 июня по 1 июля соревнования. Плавательный бассейн отвечает всем международным стандартам. Температура воды 26 градусов, длина дорожек 50 метров, глубина чаши 2,20. Всего здесь будет разыграно 13 индивидуальных медалей у девочек и мальчиков, а также 6 медалей в эстафетном плавании. Ирина Жданова, Вадим Барашков. Айсена, ты знаешь, что самой представительной зарубежной сборной на этих играх «Дети Азии» являются ребята из нашего дружественного Казахстана. Более 250 спортсменов приехали защищать честь своего флага. Сборная Казахстана будет принимать участие во всех 24 видах спорта, а еще ребята одними из первых прилетели в Якутск. Максим, а ты знаешь какое-нибудь слово на казахском языке? Да. Рахмет, что означает спасибо. Ну, надеюсь, после следующего сюжета твой словарный запас казахского пополнится. Поехали!
Поднимите голову. У легкоатлетов тренировки начинаются с 7:30 утра. Призер первенства стран СНГ Юлия Демкина выступит в спринтерских дисциплинах. Внимание. На стадион пришла по стопам бабушки и мамы. Впрочем, когда в семье все спортсмены, другого пути нет. Разве что надо было определиться между футболом и легкой атлетикой. Лучший результат на 100 метров 12:43, на 200 метров 25,5. Я очень серьезно готова выиграть, хотя бы попасть в финал и выиграть. В этом виде спорта Казахстан представлен во всех дисциплинах. В составе команды 26 человек. Дорожка новая, идеальная, супер. Новые барьеры, инвентарь весь новый. Стадион приятный. Я думаю, здесь будут личные рекорды. В спортивном комплексе «Дахсун» идут тренировки по художественной гимнастике. Абсолютная чемпионка Казахстана и молодежных игр Акмарал Ирикешева уже отличилась на международных стартах в Узбекистане и Греции. Я пришла в художественную гимнастику в 4 года. Сейчас мне 14 лет, уже прошло 10 лет. Мне до сих пор нравится этот вид спорта. И больше из 4 видов, из обруча, мяча, булавы и лента, мне нравится булава. Мы привезли достаточно опытных спортсменок среди юниоров. Акмарал Ерикешева у нас съездила на чемпионат Азии 2024 года и стала чемпионкой Азии. Так что мы привезли очень сильных детей. И вторая гимнастка, это Разбек Айганым, она еще очень молоденькая, только вступила в юниорскую программу. Мы ее привезли для обкатки. Что я для себя приметила, здесь очень много стульев и столов. Как оказалось, в художественной гимнастике выступление одной девочки судит целая бригада, куда входит 21 судья. Ну а в целом здесь на играх «Дети Азии» будет задействовано 49 судей. В разминочной зоне оборудованы 4 ковра. Команды приходят строго по времени. Гимнастки из Казахстана выступят в индивидуальной и групповой программе. Мы будем выступать с булавами и с обручем. Это упражнение уже работаем долго и хорошо готовились. Ну, все очень классно. Знакомишься с новыми людьми, новое общение, новый опыт. Ну а мы перемещаемся на баскетбольную площадку. Этот вид спорта впервые включен в программу игр «Дети Азии». Ну а баскетбол 3х3 впервые была представлена на юношеской олимпиаде в 2010 году в Сингапуре, ну и в 2020 году как олимпийский вид спорта в Токио. У нас были сборы у себя в Казахстане, в Алмате. Готовились очень хорошо, двухразовая тренировка были. Мы отбор делали в августе. В апреле у нас был чемпионат Казахстана. Из них мы выбрали самых лучших казахстанцев, которые чемпионы становились. Баскетбольные баталии начнутся с 27 июня. На площадку выйдут 9 юношеских команд, а среди девушек золото будут оспаривать 7 команд. Надо чувствовать команду, там, смотреть по сторонам, каждого слушать, прислушиваться, играть командно. Не чтобы не играл один человек, а чтобы все команды играли, поддерживали друг друга, если что-то не получается. И играть, самое главное. Показывать свои лучшие стороны, хорошо чувствовать площадку, игроков. Ну а самой представительной команде игр «Дети Азии» пожелаем удачи. Алга, Казахстан. Татьяна Егорова, Радомир Сергеев. Айсена, скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь привезти в качестве сувенира из Якутии? А давай я лучше покажу, Максим. Давай. Как тебе такое? Очень круто. Это наш национальный музыкальный инструмент – хамус. У якутов он считается сакральным, а звуки его – целебными. Это как? При игре на хамусе активно работают легкие и диафрагма, а слушатели могут погрузиться в медитацию. Я считаю, что хамус – это идеальный подарок, который будет вам напоминать о Якутии. Кружки, статуэтки, подставки для телефонов – вот далеко не полный перечень сувенирной продукции. Брендированные изделия отличаются оригинальным дизайном с использованием символики детей Азии в сочетании с якутскими орнаментами.
На сегодняшний день около 80 наименований у нас сувенирной продукции. Это начиная от магнитиков, брелочков, мини-презентов, заканчивая VIP-презентами. Это тема такая эмоциональная. И, конечно же, мы попытались в сувенир выложить все то, чем мы гордимся, да? Палатки по продаже сувенирной продукции будут находиться на всех спортивных объектах, где пройдут соревнования. Для желающих приобрести все и сразу есть отдельный электронный каталог. Самобытность сувениров начинается с этапа производства. Сами производители раскрывают небольшие секреты и даже дают рекомендации по покупке памятных подарков. Я выбираю маленькие шестерки. Они компактные, во-первых. Во-вторых, очень красивые. Можно положить и посмотреть. Или колокольчики. Или вот эти тарелочки. Это символ. Очень же красиво. Тарелки, колокольчики, чуроны – далеко не полный перечень сувенирной продукции, которая производится здесь. Тут по-настоящему жарко, поскольку вот так выглядят сувенирные колокольчики еще в полуготовом варианте, потому что затем они отправятся в печь, после чего приобретут уже готовый товарный вид. Я чуронную посуду ложу на печку, обжигаю на 750 градусов на 3 часа. У меня 3 печки. И я их по очереди включаю, выключаю. И после этого они уже выходят готовые уже на продажу и для сувенирных. Кстати, ассортимент во всех точках продажи будет разнообразным. Что продадут в «Триумфе», вряд ли можно найти у стадиона Туймада или у других спортобъектов. Так что, если вас обуревает желание собрать всю коллекцию брелоков с символикой игр, то придется постараться и обойти весь город. Наш выпуск дневников игр «Дети Азии» подошел к концу. Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Керсио Хадери, что с якутского означает «до новых встреч». Пока!